4 октября в Магасе, столице Ингушетии, прозвучали выстрелы. Здесь на митинг собрались тысячи людей. Почему и против чего протестует ингушский народ? 26 сентября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров подписали соглашение об установлении границы между республиками. Этот договор должен был окончательно урегулировать территориальный спор между двумя народами, который тянется еще с советских времен. 4 октября и Рамзан Кадыров, и Юнусбек Евкуров подписали аналогичные законы об установлении границы между двумя республиками. Они должны были вступить в силу через 10 дней после публикации. О том, что готовится официальное утверждение административной границы, стало известно в конце августа, и уже тогда ситуация начала накаляться. В Ингушетии помнили, как в 2013-м Рамзан Кадыров подписал закон, по которому ряд населенных пунктов Сунжинского района Ингушетии должны перейти под юрисдикцию Чечни, а позже потребовал включить в состав Сунжинского района Чечни населенный пункт Аршты в Ингушетии. Кроме того, на фоне слухов о разделе территорий, чеченская сторона затеяла строительство дороги на границе с Ингушетией. Несмотря ни на что, волнения перекинулись на столичный Магас, где утром на въезде в город собралось несколько сотен человек. Позже участники стихийного митинга разошлись. Текст соглашения и карты были опубликованы на сайте правительства Ингушетии, но это не повлияло на риторику лидеров протеста. Они продолжали сообщать о том, что Ингушетия потеряла огромные территории. А в телеграм-каналах продолжилось распространение слухов. 4 октября Республиканский конституционный суд постановил, что вопрос о границе может решить только референдум, но не народное собрание. На утро 4 октября в Магасе стоял уже многотысячный митинг. В протестных телеграм-каналах его численность оценивали в 10 тысяч. Республиканское МВД насчитало 2000. К народу вышли 5 депутатов, заявивших, что 15 из 24 депутатов проголосовали против соглашений. Митинг продолжился и 5 октября. Его участниками была объявлена бессрочная забастовка. Протестующие провели на площади в Магасе пятничный намаз. Возможно, доверие к властям Ингушетии было бы куда больше, если бы соглашение готовилось гласно и принималось бы на референдуме. Но подготовка договора прошла кулуарно, в обстановке секретности. А процессы подписания и ратификации были так ускорены, что люди начали подозревать. От Российского Красного Креста я не буду говорить, но в этом году 148 лет, поэтому есть о чем сказать. Я бы хотел по повестке дня, если отталкиваться от сегодняшней нашей платформы, когда 1,5 года назад в Республике Ингушетия создавался Совет благотворительных организаций Республики, это было не просто
желание как-то объединиться вот этим благотворительным организациям в какую-то организацию. Это была на самом деле необходимость, потому что появилось несколько организаций, занимающихся благотворительной организацией, и была необходимость координации действий, чтобы не дублировали деятельность одна организация другой, и чтобы координировать эту деятельность и максимально охватить своей деятельностью, оказываемой помощью категории, то есть целевой группы, нуждающихся в регионе. Здравствуйте, дети. Седик, Вадим. Как вы поживаете? Все хорошо. А кто это у вас на футболке? Чья это фотография? Наш папа Муса Мальсагов. А, ваш папа Муса Мальсагов. А где он сейчас? У вас там мультик идет, да? Интересный мультик? А про что там мультик? Про Лео и Тиг. Про что? Лео и Тиг. Лео и Тиг мультик называется. А, Левый тигр. А как твоя игра называется? Зацепки. Зацепки? Ты покажешь, как ты это делаешь? Ну и что у тебя получилось? Покажи. Примерно сделал мою школу, гимназия называется. А, это школа-гимназия так называется. Вот это я сам нарисовал. Это бульдозер. Это такой бульдозер. На стройке работает, да? А вот это я сделал. Это сделал Абубакр. Так, и что там нарисовано? Там нарисовано вот наш папа, а вот все мы. А, это вся ваша семья. И мы просим у Аллаха, чтобы он поскорее вернулся. Присылать Ахмеду. Я буду пожарным. Не пожарным, а я буду полицейским. Очень скучаю. Поскорее возвращайся к нам. Так, теперь следующий. Да, пожалуйста, возвращайся поскорее. Я хочу, чтобы ты поскорее вернулся. Засмущался? Ну, ты очень скучаешь, я так понимаю, да? Да. А ты что скажешь папе? Я очень тебя люблю, поскорее возвращайся. Я хочу с тобой всегда. Вот так. А теперь что нам скажет красавица? Ну, скажи что-нибудь папе. Привет, да. Я по тебе сильно скучаю. Возвращайся поскорее. Wallahi, billahi, tallahi.